Бисмилля, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как выбрать достойного друга. Имам Али, да будет ему милость Аллаха, говорил: не дружите с грешником, так как он приукрашивает и оправдывает перед вами свои поступки и желает, чтобы вы тоже так поступали. Остерегайтесь такого человека. А если вы чувствуете, что ваша воля крепче, чем у него, и убеждены, что исправите его, тогда можете общаться с таким человеком. А если вы заметили, что при общении с ним начали делать себе поблажки и боитесь, что начнете совершать грехи, остерегайтесь, вы в опасности. Любой из нас должен знать, с кем идти, в чем обществе будет ему легко и приятно. Даже путешественнику хотелось бы, чтобы рядом с ним шел спутник, которого он понимал, и чтобы тот прекрасно понимал его. Поэтому, если мы в силах кому-либо помочь в обучении или в чем-то другом, то мы обязаны сделать это, не скрывая своих знаний, а наоборот, стараться, чтобы он понял нас и пошел по нашему пути. Нам следует волноваться за него. Если ты дружишь и общаешься с благочестивым человеком, то через него получаешь благословение. У того, кто бывает в одном обществе со святыми людьми, улучшается поведение. Пророк Мухаммад, мир ему, сравнивал общение с благочестивыми людьми с общением с теми, кто занимается продажей духов. Если они даже и не дарят тебе духи, то ты все равно наслаждаешься приятным ароматом, находясь рядом с ними. Человек не может долго находиться в одиночестве. Ему необходимо общаться с людьми. Если он находится среди тех, кто обманывает, ворует, лицемерит, то со временем уподобляется им. Общаться с такими людьми опасно. А когда человек находится в мечети среди благочестивых, где не совершаются грехи, то он получает благословение и улучшается его состояние, и ему постоянно приятно там находиться. Если же человек находится среди грешников, то он может начать сквернословить, обманывать, воровать, совершать зло и так далее. Очень большое значение имеет общение людей между собой. Мы идем одной дорогой, поэтому надо поддерживать друг друга и находить оправдание, если думаешь, что кто-то тебя обидел. А если кто-то поступает не тактично, то следует объяснить ему, что он ведет себя некрасиво. Нашу жизнь можно представить в виде корабля, на котором мы плывем в огромном океане. И вдруг кто-то захотел пробить в нем дыру, и все люди, находящиеся там, могут пойти ко дну. Знающему об этом нельзя молчать. Также нельзя ждать, пока человек осуществит свой замысел. Его надо предостеречь от совершения этого. Но если он не поймет, то следует сообщить другим, чтобы вместе помочь исправиться ему. Ведь его поведение может повлиять на наше, а наше на его. Дорогие друзья, призываем вас быть внимательными при выборе друзей. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.